Дорогие друзья, мои встречи с первым президентом Ельбасе всегда судьбоносные и по-отечески теплые. Первый раз я увидела Нурсултана Абишевича в 2015 году. Учитель истории, я вышла на эту сцену сессии ассамблеи, и сказала, что никто не верил в нашу встречу президента и простого учителя. Тогда Ельбасе из президиума вышел ко мне, сфотографировался и просил показать это фото в моей школе. Ученики тогда просили потрогать руку, с которой я здоровалась с президентом, спрашивали, как я не упала в обморок. А мне было рядом с Нурсултаном Абишевичем очень спокойно. Это был самый благородный поступок для всех учителей страны. Тогда это почувствовал каждый педагог. А после нашей второй встречи я рискнула и пошла на госслужбу. Служить Родине, помогать Ельбасе. Мне доверили самую ответственную работу с молодежью Северо-Казахстанской области. Поэтому наша третья встреча была на форуме молодежи в день первого президента. Тут же захотелось каждому молодому жителю передать частичку теплоты Ельбасе, сказать: он все делает для нас, дерзайте. А на сессии ассамблеи в этом году Нурсултан Абишевич подарил мне розу. Когда я везла ее домой, аккуратно и трепетно, меня спрашивали: что ты так ее держишь, как будто президент подарил? А я храню ее, и для меня это символ ассамблеи. И ни один лепесток не упал с цветка. Вот так же крепко и ассамблея соединила нас, многонациональный народ Казахстана. Дорогие друзья, коллеги, вот я стою в этом зале спустя 4 года после нашей первой встречи с Нурсултаном Абишевичем. И это не воспоминание о прошлом, это путь в будущее, путь, который мы пройдем дорогой первого президента. Спасибо.